Бир жолу профицит болот деген сөздү уккам 2001-жылы. Бирок жыйынтыгында дефицит менен чыкканбыз. 2009 болгон, реалдуу алып болгон. Ал жерде Силер берген негиздемеде бир гана сөз бар. Рост ВВП ожидается на уровне 3,7% против утвержденных 6,5%. Вот здесь собака зарыта. Все остальное ваша Филькина грамота. Экономика өспөй атат деген сөз да. Өкмөт башчысы мактанып атпайбы көрүнгөн жерде? Аябай жакшы иштеп атабыз. Тим эле ишканалар гүлдөтүп иштеп атат деп. Кана ошол? А силер ушу сунуш менен жокко чыгарып атасыңар. Жок андай. Өсүш жок. Күткөндөй жок, өсүш жок да. Естественный рост. Правительство, исполнительная власть выдает за свою собственную деятельность. Это неправда. Изменение системы налогообложения правительство представляет как свою работу. Мен жөнөкөй эле жаран катары суроо бератам. Жыл башында, жыл аягында биз кийинки жылга мыйзам түрүндө бюджетти бекитип беребиз, туурабы? Ошол мыйзамды аткарбаса, жоопкерчилик келиш керек. Все, короткий вопрос. Вы выйдете на площадь, скажете долой, вас посадят в тюрьму. Вы нарушаете закон. Вы перейдете на красный свет, ГАИ вас остановит, штраф поставит. Я на машине проеду через полосу, автоматически письмо счастья мне придет. Я плачу деньги. 300 сомов, 500 сомов. Почему правительство, которое из года в год не выполняет закон о государственном бюджете, не отвечает? Мы же с вами, чиновники в галстуках, требуем от граждан слепого подчинения, повиновения и исполнения законов. Сами не выполняем. Я речь об этом ставлю. Как вы не назвать это? Сегодня глава кабинета министров говорит, будем увольнять таможенников всех, если надо будет. Что, сам будет, что ли, администрировать? Или это элемент шоу, рассчитанный на простого гражданина? Той это азамат, таможенниктерді, парақорларды қуып жүрді деп, андай болбойт. Просил бы ваше руководство, правительство, поменьше хвастаться, побольше работать. Я считаю, уважаемые коллеги, за невыполнение закона Кыргызской Республики о республиканском бюджете за 2022 год ответственность должна быть наступить. Давайте один раз хоть правительство торжественно под Новый год отправим. Давай, до свидания. У нас есть такое право предложить. В конце концов, один раз за закон надо отвечать.